Доброе утро, Республика! Начинаем замечательное утро вместе с вами на Якутия-24. Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Но сегодня, дорогие друзья, помимо наших интересных сюжетов, новостей, мы напоминаем, что возобновляем Розыгрыш. Да, розыгрыш от Даже не дирекции. розыгрыш, а подарок. Мы начинаем дарить подарки, и они у нас непростые. Да, Смотрите. непростые. Этим летом у нас состоятся игры «Дети Азии». Они пройдут в городе Якутске. Но и в нашем телеграм-канале мы задаем вам вопросы. Ну и, соответственно, тот человек, который правильно и быстрее ответит на этот вопрос, получит такой замечательный подарок. Это сегодня шопер с символикой игр «Дети Азии». Да, замечательный шопер, он абсолютно эксклюзивный. Здесь написано «Якутск 2024. Дети Азии». Ну, то есть у вас будет у одного, ну не у одного, но практически у одного такой. И самое главное, у самых первых, потому что еще в продажу никуда не поступил, поэтому это эксклюзив. И только для вас. Но вопрос мы обязательно зададим, но сейчас хотим рассказать, что, во-первых, у нас сегодня в гостях специалист многофункционального центра, который расскажет, как правильно подать документы для того, чтобы вашего ребенка приняли в первый класс. Это очень важно, чтобы сделать правильно, вовремя, да, и уже подготовиться к этому ответственному моменту, когда в вашей семье появится первоклашка. Да, вы будете серьезным человеком. Далее расскажем о том, что у нас сегодня замечательные даты и события, чтобы поднять вам настроение, настрой, но еще много полезной информации. Ну и, конечно, напоминаем, что каждое утро мы теперь делаем все вместе зарядку. Да, ну а сейчас, я думаю, самое время, конечно же, узнать, что нужно надевать перед тем, как выходить на работу. Давайте узнаем, какая погода за окном. Ну, взбодримся. В центральных районах сегодня 24-27 ниже 0, в заречной группе 20-27 градусов холода, в южных минус 11, минус 17, в Вилюйской группе 19-23 градуса холода, в нижнеленских минус 17, минус 18, в западных 3-12 ниже 0, в Коломо-Егерской группе Улусов минус 15, минус 30, в Янских 12-22 градуса холода, на северо-западе минус 8, минус 23, в городе Якутске холодно, температура воздуха в 6 часов утра составила минус 25 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер западный 2,5 метров в секунду. Температура днем, ну, можно сказать, порадует после минус 25, 2-4 градуса холода. Слушай, я вот сейчас сижу и задумался, закрыл ли я дверь на ключ. Вот так торопился на эфир. Ну, такое бывает, конечно. Мы многое делаем на автомате, и ключи забываем иногда, от машины особенно, чайник не выключаем. Ну, главное, плитку, ну, утюг еще сейчас сам отключается, а вот плитку надо обязательно выключить. Ну да, действительно. Ну, в первую очередь, вообще важно обратить внимание на снижение общего фона тревожности. Это советуют нам психологи, специалисты. А также внимание может становиться рассеянным при сильном переутомлении, когда человеку сложно сфокусироваться на выполнении задачи. В таком состоянии многие действия он делает на автомате. Например, выходя из дома, автоматически закрывает дверь на ключ и может совершенно не помнить, выключил ли, к примеру, чайник или утюг. Главный совет в этом случае – снижаем уровень тревожности с помощью специальных техник, которые владеет любой опытный психолог. Налаживаем нормальный сон, не менее 8 часов в день, и включаем в меню побольше свежих овощей и фруктов, чтобы поддержать организм. А вот вам советы, как тренировать память. Всегда нужно держать важные дела в уме, а вам помогут в этом записки и напоминалочки. Например, проверь утюг, выключи свет. Для этого вам подойдут яркие стикеры, которые можно, например, наклеить на холодильник, входную дверь, другие места в квартире, которые находятся в поле вашего зрения перед выходом из дома. Создаем нейронные связи. Здесь помогут определенные ритуалы. Например, надеваем на руку браслетик с колечками или бусинками. Дотрагиваясь до каждого колечка или бусинки, вспоминаем, что конкретно мы должны проверить и сделать перед выходом из дома. Очень полезная привычка класть все вещи на свои места. Может очень помочь при постоянной забывчивости. К примеру, вы точно будете знать, где и какая вещь должна находиться, и не станете мучительно искать, если что-то потеряется. Ну а если все-таки очень боитесь забыть невыключенный утюг или чайник, старайтесь делать свой выбор в пользу техники с автоматической защитой от перегрева, так рекомендуют психологи.
Знаешь, обычно в комедиях показывают, когда человек несколько раз возвращается домой, проверяет, я выключил утюг, я выключил чайник, еще такие рилсы или что-то такое бывает, что тоже раз пришли, два пришли, на третий раз просто утюг с собой несли, чтобы точно не забыть. Вот это я. И заодно чайник, да? Ну, да, такой пакетик, все с собой. Вот бывает, правда, ситуация, когда я вроде такая, все, я закрыла дверь, я выключила утюг, черт, я не помню, там, я что-то забыла, вернулась за бумагой, взяла бумагу, все сложила, потом еще раз возвращаюсь. Вот мне, наверное, мне эти советы точно нужны. Но можно, в принципе, все это, конечно, делать постоянно, да, то есть и немножко делать запас на то, чтобы не опаздывать на работу, например. Выходить из дома в 5 утра, да? Ну, для нас Ну, это вообще шутка, конечно. норма Но мы и так жизни. выходим, да, на работу. Как раз из-за этого я сегодня... Но я сейчас вспомнил, что точно закрыл дверь на ключ. Все нормально. Отлично. Ну, а что мы еще интересно должны знать, узнаем прямо сейчас из выпуска новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Вступил в силу закон о северном завозе. Он позволит своевременно и финансово выгодно доставлять на север товары первой необходимости. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвосток развития страны. Ведомство формирует планы трансфера важных грузов, утверждает маршруты и график движения судов, а также следит за доставкой грузов. На закупку, а также доставку товаров региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. Информационную же систему Севзавоза будут вводить в эксплуатацию поэтапно в течение 2024-2026 годов. В России начался призыв на военную службу. Для прохождения службы весной этого года планируется направить 150 тысяч человек. Срок – 12 месяцев. Отправке на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключением станут те граждане, которым 27 лет исполнилось до конца прошлого года, а также те, кому 28 или 29 и кто находится в запасе. Весенний призыв будет проходить во всех регионах страны, за исключением ряда муниципальных образований отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там призывают на военную службу с ноября по декабрь, что обусловлено климатическими условиями. Выбор за гражданами. Якутяне определяют, какие места будут красивыми и удобными для всех в этом году. С 15 марта по 30 апреля проходит всероссийское голосование, в рамках которого представлены 67 объектов из различных населенных пунктов региона. В прошлом году свои голоса отдали 74 690 человек, а на данный момент в голосовании уже поучаствовали более 30 тысяч жителей Якутии. Напомню, что проголосовать можно 3 способами. Через госуслуги, на сайте 14 горсреда и в официальных штабах волонтеров. До конца голосования осталось 28 дней. Комфортная городская среда – это национальный проект, который обязательное требование – это вовлечение граждан, то есть их участие, их мнение. Это очень важно для нас. И в настоящее время голосование объявлено с 15 марта по 30 апреля. Участвует 31 населенный пункт. Каждый выставляет разное количество объектов. Где-то есть и 4 объекта, где-то 1 объект. Около 900 тысяч россиян оформили страховой полис «Антиклещ» в почтовых отделениях страны с 2015 года. Больше всего полисов приобрели жители столицы региона и Нерюнгринского района. Спрос на программу добровольного медицинского страхования от укуса клеща приходится на весенний период. При этом от заболеваний, которые переносят эти насекомые, каждый год около 2000 человек заражаются клещевым энцефалитом, а 8-10 тысяч боррелиозом. Важно, что при укусе клеща застрахованный по программе «Антиклещ» должен позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр, где его направят в ближайшую клинику, в которой ему удалят клеща, ведут иммуноглобулин, а при необходимости организуют стационар и реабилитацию. В Национальном музее Якутска открылась выставка книг, посвященная 215-летию русского писателя Николая Гоголя. В ней представлены все самые известные произведения классика русской литературы, от комедии «Ревизор» до поэмы «Мертвые души». Читателям предлагают ознакомиться не только с его книгами, но также биографией, критикой и анализом произведений. Кроме того, на выставке представлены книги, переведенные на якутский язык. Экспозиция будет открыта всем желающим до 8 апреля.
Да, здесь у нас представлены еще и факты. Да. Его жизнь вообще вызывает очень много вопросов до сих пор. В принципе, есть очень много исследователей его творчества. Да. В принципе, вот сколько лет прошло, да, все время его творчество исследуют. Но сама его жизнь, сама биография до сих пор вызывает отдельные вопросы. Поэтому все, кто сюда придут на выставку, мне кажется, узнают очень много нового. Это просто надо найти время, сесть здесь в наших читальных залов и прикоснуться к литературе, творчеству, к биографии выдающегося писателя. Итак, момент откровения. Прямо сейчас мы зададим вопрос, благодаря правильному ответу на который вы сможете стать обладателем этого замечательного шопера, очень полезного и эксклюзивного. Итак, вопрос в студию. Да, но перед этим хотелось бы напомнить, где он у нас продублируется, где нужно будет отвечать. Это в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Прямо сейчас вы можете перейти по QR-коду, если еще не подписаны, успеть подписаться. И, соответственно, самым первым правильно нужно ответить на следующий вопрос. Внимание! Где зажгли огонь первых игр «Дети Азии»? Нужно дать подробный развернутый ответ самым первым. И желательно его не исправлять, потому что все, что будет правиться, мы, наверное, будем уже исключать, Да. поскольку, да, это не очень, господа, честно, Право да. на ошибку. Да, вы не имеете права на ошибку, поэтому первый правильный полный ответ. Где зажгли огонь первых игр «Дети Азии»? Вот Смотри, что у меня есть. такое. Ух ты, что это? Да, вот такая вот книжка, детская книжка. Слушай, ничего себе, то есть... вот Да, так? олень шевелится. Ну, тут не только олень, тут много страниц, и все это вот так вот. А. Да, видишь, Очень- как Слушай, происходит. если бы в моем детстве такие книжки были, я бы, думаю, наверное, больше бы читал. Ну, Здорово. в большом городе, где стало столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себя и хоть местечко для садика, отгородить себе такое маленькое место. Ну, откуда цитата? Так, это, я знаю, это «Снежная королева». И, кстати, мы поздравляем сегодня, дорогие друзья, день рождения Ганса Христиана Андерсена. Я думаю, что сказки эти все знают все. И также сегодня Международный день детской книги. Да, вот такие вот книжки. Я думаю, это один замечательные. из лучших примеров красивой, хорошей, интересной детской книги. Ну да, здесь Гофман, Грим, ну и Андерсон. И, Вот ну, так- и всё вот такой хороший сборник анимированное. детский. Это такое, знаете, интерактивность такая хорошая. Ну, да, интерактивность, но самое главное, без телефона, вот что немаловажно. Да. Да, это большой повод, наверное, хороший повод, чтобы приобрести детскую книгу вашему ребенку. Или достать свою детскую книжку и показать, что вот, смотри, эту книжку я читала в детстве, тоже очень действует на детей, и они втягиваются, начинают читать. Ну, Либо, а прям, либо будь так, мама, отстань. Да? ну, Хорошо, у нас хорошо, нет. хорошие дети. У нас хорошие дети, да. Да, у Дети нас хорошие у всех дети. хорошие. Да, прямо сейчас узнаем, какие еще знаменательные даты событий сегодня. На календаре 2 апреля. Сегодня Международный день детской книги. День гражданского активиста в Республике Саха, Якутия. По народному календарю Фатиния Колодезница. Благодаря 2 преданиям о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце на Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фатинию она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца, так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь от лихорадки. Этот день в истории. 1698. Петр I побывал на заседании английского парламента. 1792. В США основан первый монетный двор. 1876. Подведен итог работы комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева. 1912. Впервые в печати упомянуто слово «джаз». В этот день родились Карл Великий, король франков, император Запада, Мария Мериан, немецкая художница и гравер, энтомолог, Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель, Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-сказочник, Эмиль Золя, французский писатель, публицист. Именины сегодня отмечают Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна.
Ну а сегодня мы говорим о важном этапе в жизни каждой семьи – подаче заявлений в первый класс. Это время, когда малышам предстоит впервые ступить на путь знаний и открытий. Как подать заявление, какие документы необходимо подготовить, какие сроки следует учитывать. Об этом нам расскажет главный специалист Центра клиентской службы Центра «Мои документы» Туяра Решетникова. Доброе утро. Доброе утро, Туяра. Скажите, пожалуйста, ну это самый важный вопрос. Когда подавать заявление и каким образом? Вообще заявление подается в 2 этапа. Первый этап начинается с 1 апреля по 30 июня этого года. Второй же этап начинается с 6 июля по 5 сентября. На первом этапе подают те дети, которые прописаны, да, рядом с данной школой, а также льготники. А на втором этапе подают те родители с детьми, у которых прописка в другом районе города Якутска, например, да. Ну, то есть, получается, все дети, которые прописаны вблизи этой школы, должны туда пойти, они попадут в эту школу, можно не переживать. Да. Это радует. Помнишь сюжеты про очередь в какую-то гимназию, Ну, когда это- люди там с ночи занимали места? Да, кстати, да, я помню. Это прямо на машинах подъезжали и дежурили около школ. А как можно, каким образом подать заявление? Заявление можно подать так онлайн, либо офлайн. Онлайн можно это сделать через сайт госуслуги. Можно подать лично в школе, а также почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Ну, то есть, в принципе, способов довольно много. Мгм. А какие документы понадобятся родителю, чтобы подать заявление? Чтобы подать заявление, родителям понадобятся их паспорта, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о пребывании либо о месте жительства ребенка. Мгм. Но бывает еще так, например, что вот вроде школа рядом, а на самом деле ваш дом не прикреплен к этой школе, а прикреплен к другой. Где можно узнать, к какой школе прикреплено ваше здание, ну, ваше место проживания? Школы обязаны на своем сайте прикрепить, то есть внести сведения, да, какие дома закреплены за их школой. Но просто можно посмотреть в 2GIS, к примеру, да, в 2GIS вбить адрес свой, например, Кирова 11, да. Когда открывается адрес, есть такая вкладка «Службы». Вот в эту вкладку надо провалиться, открыть, и там обычно бывают списки школ, садиков, поликлиник, к которому этот дом относится. Довольно удобно. Я, кстати, я сейчас вспомнил, да, извините, вот у меня день рождения 22 сентября. Я помню, была такая проблема, когда устраивался, ну, не я устраивался, меня, да, записывали в первый класс. Вот, 22 сентября был такой спорный момент, то есть на 1 сентября мне было еще 6 лет. Вот сколько лет должно быть ребенку, чтобы его можно было записать в первый класс? Да, есть такой момент, что на момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Ну, видишь, ты бы уже прошел. Я по правилам прошел, Да, значит. это все хорошо. Но если все же на момент поступления в школу ребенку меньше 6,5 лет, то заявление можно подать в школу, и надо будет пройти психолога, медика, педагогическую комиссию. М. Ну, что ребенок готов к школе. Да. Ну, по-моему, в садике можно ее пройти, кажется, Да. там есть психологи. А можно подробнее узнать, как подать заявление через госуслуги? То есть, куда мы заходим, в какую вкладку, что там вообще происходит? Ну, через госуслуги подать очень просто. Мгм. Если рассказать, что в предыдущие годы у нас была очередь с помощью подачи заявлений на госуслугах, то, например, запись открылась вчера. Вчера у нас было значительно меньше, почти никого, можно сказать. Поэтому можно сказать, что люди уже научились подать заявление через госуслуги. На госуслугах вы, получается, авторизуетесь через логин и пароль. В поисковике набираете запись в первый класс, далее кнопку нажимаете «Подать заявление». Если ребенок уже добавлен в личный кабинет родителей, то все данные оттуда подтянутся. Вам нужно будет просто указать льготы, какие есть, школу, какую выбираете, и язык обучения. А если мы, получается, подали заявление, а потом передумали, вот в этом случае что нам делать? Вот вы вроде бы жили по одному месту, решили проживать у бабушки, например. Ну, надо Надо будет Я- Надо быть уверенным. 30 До подачи июня, заявления. главное. Получается, заново подаем заявление, Да. уже как вторая очередь, не по месту регистрации. Нет, до 30 июня все равно должны подать.
То есть надо- подумать. Да, надо подумать и Выбрать. решиться, да. Да. Потому что есть такие родители, которые при мне прибегала, мы заходили с ребенком в августе в школу, Мгм. и она практически в конце августа, мы заходили забирать учебники, она прибегает и говорит: я забыла подать заявление. И ребенку в 1 класс. Школа была немножко в шоке. Ничего себе. Ну, Потому что это классы видишь, были люди заполнены. разные бывают. Надо быть дисциплинированным, друзья. Если вашему ребенку уже больше 6,5 лет, подумайте, что он должен уже идти в 1 класс. Да, и самое В этом главное, году. подумайте, в какой 1 класс он должен идти. Да, ну а если человек не может воспользоваться госуслугами, каким образом он может, допустим, ну, не без госуслуг подать заявление? Лично в школе, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Ну или подойти к вам, и вы окажете помощь в подаче через Да, госуслуги. через госуслуги мы в наших центрах «Мои документы» помогаем, оказываем методическую помощь, но бумажной подачи документов, заявления через МФЦ нету. Ну, То есть напрямую Да, напрямую в в школу. получается. Хорошо, ну давайте еще раз напомним сроки подачи заявлений для поступления ребенка в 1 класс. Первый этап начался уже со вчерашнего числа, да, с 1 апреля по 30 июня подается. На втором этапе подают заявление с 6 июля по 5 сентября. Но на втором этапе важно понимать, что заявления будут смотреть, и детей будут зачислять в порядке очереди. То есть никакие льготы не будут смотреть, только по порядку очереди, потому что школы должны разместить до 5 июля, если места у них для зачисления в 1 класс, остались ли места после первого этапа. Давайте напомню еще контактные номера, чтобы если вдруг у людей возникли вопросы, они могли к вам обратиться. У нас есть единый центр телефонного обслуживания 8 800 100 ровно 1620. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что все теперь будут готовы и обдумывают вопрос, куда же отправить ребенка в школу. Спасибо. Ну, а молодежь с большим сердцем в городе Покровске, молодые люди активно участвуют в волонтерской деятельности. Школьники, студенты, рабочие, молодежь, все они бескорыстно оказывают помощь нуждающимся покровчанам, а также содействуют в организации массовых мероприятий. Свой вклад в развитие города вносят и студенты колледжа цифровых технологий Айтын. Посмотрим об этом подробнее в следующем сюжете. Колледж цифровых технологий Айтын базируется в Покровске. Здесь готовят специалистов по IT-направлениям и туризму. Хоть и большинство студентов являются иногородними, это не мешает им быть активными участниками различных благотворительных и социальных проектов города. В первую очередь это помощь с бытовыми делами одиноко проживающим людям и семьям участников СВО. В этом вопросе колледж тесно отрабатывает с администрацией города, которая принимает заявки и распределяет их между волонтерами. Но они как бы отзывчивые, очень быстро отвечают на запросы. Отзывы очень хорошие, бабушки даже звонят и говорят, что они очень быстрые, веселые, помогают и говорят, чтобы они снова пришли. На днях поступила очередная заявка – оказать помощь с уборкой снега жене участника спецоперации. Студенты прибыли большой группой, чтобы быстрее справиться с задачей. У одного из них поинтересовались, что мотивирует его на волонтерскую деятельность и как совмещает ее с учебой. Это меня так воспитали родители, я сам по себе такой человек. Я люблю делать добро людям, старшим, всем. Кому нужна помощь, поддержка, мы обязательно придем как волонтеры и поможем. Ну, у нас после учебы как бы кружки это есть, но не каждый день. Соответственно, такая помощь к нам приходит именно в те дни, когда мы не заняты, когда у нас есть свободное время. А если даже у нас есть какие-то кружки, занятия, мы от них отпрашиваемся и нас отпускают. Нюрбина, супруга участника СВО, которые пришли помогать студенты колледжа, услугами волонтеров воспользовалась впервые. И я в понедельник заявление написала, и заявку подала, и они как-то побыстрее приехали, и все чистят снег. Очень удобно, очень хорошо даже. Приятно даже студенты помогают СВОшникам. Тут же на месте волонтеры и хозяйка дома договорились о следующем их визите. На этот раз очистить снег с крыши веранды. И подобных вызовов много. Сейчас актуальна уборка снега. Также ребята могут помочь с заготовкой дров, льда, поздравить ветеранов, оказать материальную помощь нуждающимся. Огонь, гори, сияй!
Помимо этого, их привлекают к проведению крупных массовых мероприятий. Например, недавно делегация студентов колледжа выступила в качестве волонтеров на эстафете огня 8-х международных игр «Дети Азии». Благодаря своей активной позиции и готовности помогать, студенты колледжа Айтын создают прочные связи с городом и его жителями и в целом поддерживают дух солидарности в обществе. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Молодцы студенты, вообще это здорово, когда воспитание идет, в том числе в трудовом направлении, то есть они помогают человеку, они учатся что-то делать и становиться командой, потому что общаются между собой. Но любое утро нужно начинать бодро, чтобы подготовить себя к рабочему дню. Например, в Древнем Китае 10-минутная утренняя тренировка приравнивалась к получасовой дневной физической нагрузке. Вот так вот. О пользе зарядки мы говорим с вами ежедневно, поэтому давайте уже начинайте ее делать вместе с нами. Доброе утро! Мы начинаем нашу зарядку. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений, именно комплекс упражнений, который прорабатывает все наши мышечные группы. Вернусь к тому, что опять-таки мы можем использовать эти упражнения непосредственно как в зале, фитнес-зале, так и дома. Сегодня нам понадобится, возвращаясь к нашему мячу, митболу, в домашних условиях это может быть футбольный, либо баскетбольный мяч, либо какой-то иной мяч, который помогает нам сохранить баланс в данном упражнении. Мы к нему еще вернемся. И нам понадобится гиря. Гирю мы можем использовать в зале, но если у нас с вами нет под рукой гири, мы можем вернуться и показать то же самое упражнение с нашим мячом. Итак, не забываем, что в данном комплексе у нас работают все мышечные группы. Показываю. Упражнение простое. Никогда не забываем, что в любом упражнении мы должны с вами держать в напряжении всегда мышцы кора. Я буду стоять к вам боком и показывать данное упражнение, чтобы вы могли отсканировать и видеть полностью всю симметрию выполнения упражнений. Итак, данное упражнение буду выполнять с гантелей. Вы можете использовать обычную 5-литровую бутылку с водой, либо набитую песком. Держу ее, хват закрытый перед собой. Разворачиваю корпус, ставлю ноги шире плечевого сустава. Никогда не забываем, что наша голова всегда должна быть продолжением нашего позвоночника. Неправильное выполнение, как не нужно делать вот так, да? Вот так. А мы смотрим четко прямо, соответственно, голова параллельно позвоночнику. Итак, первый элемент выполнения упражнений. Я опускаюсь вниз, голову держу ровно, поднимаюсь вверх. Это первый элемент выполнения упражнений. Здесь у нас работают с вами ноги и большая ягодичная. Что я добавляю к этому? Я добавляю свои руки. Начинаю движение подъема на выдох, мах перед собой. Помним, либо гиря, либо бутылка песком. Данное упражнение мы с вами можем выполнить 30 раз в одном подходе. Если это начинающий, мы выполняем данное упражнение по 2-3 подхода по 20 раз. Если это более продвинутые, которые имеют непосредственно базовые уже какие-то свои базовые наработки в фитнесе, то, соответственно, данное упражнение мы можем выполнять по 3-4 подхода и в подходе по 30-40 раз. Еще раз показываю. В каждом упражнении выбираем наиболее комфортный темп выполнения упражнений. Наше первое упражнение. Второе упражнение. То же упражнение мы можем выполнять с мячом, но здесь у нас идет ударная нагрузка. Мы подключаем мышцы спины. Мяч держу перед собой, мышцы кора в напряжении, голову прямо. Я опускаюсь вниз и выполняю ударную нагрузку вверх. Еще раз. Показываю медленно. Темп выполнения упражнения определяем сами. Я покажу, как это делать быстро.
На этом все. Хорошего дня. Вообще всегда любая активность, она полезна. Вот я вспомнил сейчас, буквально в прошлые выходные, был ведущим на съемках зимнего проекта, который называется «Турслет». Там участвовали Ну, это семьи, очень интересно, да. семьи с разных уголков нашей республики. И 4 семьи боролись за звание самой активной, самой сплоченной. А в чем самой выражалось? То спортивной. есть они, получается, что проходили испытания или там их проверяли на знания первой помощи? Все, вот это все, что ты сейчас сказала, и еще даже больше было, да. Ты что? Да, друзья, Как ну, интересно. да, более подробнее давайте узнаем прямо сейчас в следующем нашем сюжете. Из более чем 30 заявок на съемки зимнего сезона были отобраны 4 команды из Хангаласского, Алепминского районов и города Якутска. Организаторы конкурса, а среди них опытные инструкторы по туризму из Федерации туризма и альпинизма, подготовили задания, которые потребовали максимальных усилий. Задания были объединены в несколько этапов: дорога, спорт, туризм, полевой быт и спасатель. Съемки продолжались 2 дня на территории туркомплексов Джол и Юрдель в окрестностях Якутска. Очень напряглись параллельные веревки, так как у нас антропометрия у нас немножечко не такая. Из-за этого там напряжение было очень сильное, да. Это самое было, где нужно балансировать и с напряжением работать. Понятно. Что у тебя показалось самым сильным? Какое испытание больше всего запомнилось? Ну, разжигание костра. Разжигание костра. Это было сложно или это было наоборот очень интересно, захватывающе? Было интересно. Было интересно, хорошо. Что запомнилось больше всего маме? Ой, мне запомнилась, конечно, езда на собачьих упряжках. Вот, то, что я знала, то, что вот на этом этапе мы должны победить. Ага. И собачки нас не подвели. С собаками у вас такое отношение, я так понимаю, не просто Да. не городское, потому что многие первый раз просто сели на упряжку. У вас был какой-то опыт, получается? Да, конечно, у нас есть опыт. У нас 3 собаки, 2 кошки, поэтому мы их чувствуем. Испытания с животными — это как раз то, что вам было интересно. Команды прошли серьезный отбор, прошли расширенную медкомиссию в Центре спортивной медицины. Некоторым сделали даже УЗИ сердца, но в целом комиссию прошли почти все без нареканий. Была проведена антропометрия, проверили ЭКГ, зрение, допуск к соревновательной части давали спортивные врачи. После этого команды сдали специальный комплекс ГТО. Каждая команда была застрахована на период проведения съемок компанией «Альфа-страхование». Установочный день закончился инструктажом по технике безопасности на высоте в средней школе номер 2, где установлен скалодром. Погнали! Все, семья Ксенофонтовых ровно через 2 минуты после старта. Эвакуация раненого – одно из самых серьезных испытаний, как потом признались сами участники. Один из них, бывший морпех, сравнил нагрузки с теми, что он проходил в армии. Команды также сдали зачет по оказанию первой помощи. В полуфинале их ждал конкурс на знание узлов и скоростной забег в высоту. Выложились на 100%. Бонусом от организаторов стал полет на самом протяженном зиплайне на Дальнем Востоке. И сразу же начинается кастинг на летний сезон. Заявки принимаются по телефону 914 306 20 77. Да, ну вот... Бодрит прям сюжет, понимаешь? Я Да, так да, посмотрела, я думала, что это профессионалы бегают там. Я сейчас посмотрел, у меня все флешбеки. Ну, очень интересно, потому что, во-первых, солнечно, уже такая, ну, весна, да. Я вот представляю, что будет летом. На летний сезон сейчас ведется прием заявок, поэтому, друзья, Если вы уверены в своих силах, обладаете нужными знаниями и, главное, отменным здоровьем, потому что я поняла, что отбор был достаточно жесткий, ну, то есть да. медосмотр спортивный, то есть спортсмены прям проверяют, вот как медики, да, перед соревнованием, то есть вас так проверят, если вы готовы и обладаете знаниями, и, главное, поддержкой семьи, что немаловажно, потому что прекрасная половина не очень любит бегать и прыгать и где-нибудь лазить, не все любят, то вперед! К новым победам. Ну, зато летом будет попроще, не будет так много снега, как было в этом сезоне, в зимнем. Вот, вообще, якутянам, привыкшим к почти 9-месячной зиме, может показаться, что о снеге нам абсолютно все известно. Но мы уверены, что сможем вас удивить, как минимум тем, что однажды американцы, например, ввели закон о запрете снега.
представляешь? Ну, удивительно вообще. Я просто не представляю, как его исполнять. Погода, мы тебе запрещаем, мы тебя штрафуем, административный штраф небу. Да, выписали. Ну а случилось это в Нью-Йорке, когда в 92 году выпало рекордное количество снега за зиму. Это 488 сантиметров. После такого обильного снегопада городской совет решил поддержать уставшее от природных явлений население и объявил, что снег будет под запретом. Конечно, на количество осадков это никак не повлияло, но людей данный факт позабавил. Ну, согласно данным НАСА, летом на севере Марса могут выпасть много осадков, да? Внезапные сильные снежные бури. На планете есть облака и поверхностный лед, так что снег, безусловно, тоже вероятен. Свежевыпавший снег поглощает звуковые волны, придавая всему более спокойную и тихую атмосферу после снегопада. Ну а некоторые люди боятся снега. Этому даже есть название — хионофобия, болезнь снега. Это может казаться странным, но снег не белый, а полупрозрачный. Эти осадки имеют форму мелких кристаллов льда. И белыми они кажутся из-за отражающегося от них солнечного света. Ну а вот он как раз-таки белого цвета. Ну а о всех тонкостях с снегом в Якутии мы узнаем в нашем следующем сюжете. Весна, снег и хорошее настроение. В детском саду «Росинка» во время утренних прогулок снежные батлы. В это время года снег старый, рассыпчатый и воздушный. Самое время слепить веселых снеговичков или просто поиграть в снежки. Вам нравится играть в снежки? Да! Если знаешь еще определение качества снега, то игра может быть очень забавной и, кстати, очень познавательной. Снег, он сам по себе может хранить тепло, он может менять цвет, приносить пользу и даже вред. Кому забава, а кому работа. Гидролог Вячеслав Шехиров идет на очередную точку, чтобы измерить снег. Именно в апреле гидрологи максимально часто начинают с помощью весового снегомера измерять плотность снега. Перед взвешиванием обязательно снегомер проходит контрольную проверку на 0, чтобы лишний снег не смог спутать данные. Вот, мы погружаем его, потом берем лопаточку, вот у нас специальная есть, и начинаем откапывать до низа, до основания, вплоть, до земли, чтобы лопаточкой можно было подсечь нижнюю границу снегомера. Вес составляет 91. Через каждые 10 метров на маршруте специалисты переносной рейкой измеряют высоту снега, а уже через 100 метров измеряют плотность и по специальной формуле высчитывают, сколько запасов воды в слое снега. Такие замеры выполняются во всех метеостанциях и гидропостах Якутии и передаются в отдел гидропрогнозов. Эти данные потом превращаются в цифры, затем и в прогнозы, которые используются при прохождении ледохода. Вот вообще, как создается вот такая красота, как снежинка, которая вот падает с неба и вот во все это превращается? Давайте мы будем делать снежинку, как раз поговорим об этом. Кстати, обратите внимание, нам пришлось несколько раз складывать наш лист бумаги, причем определенное количество раз, чтобы рисунок на снежинке повторялся симметрично со всех сторон. Природа создает снежинки примерно так же. Снег – объект исследований не только гидрологов, но и других ученых. Известный климатолог Никита Тананаев показывает на примере, как должна выглядеть идеальная снежинка. Предполагается, что в одном кубическом метре снега находится 350 миллионов снежинок, каждая из которых уникальна. Снег для климатологов хранит научную информацию. Глобальное потепление ведет к изменениям осадков, к обильным снегопадам и к повышению температуры. Классификация снежинок. Их 121, по-моему, вид. Некоторые из них представляют из себя просто столбики. Просто шестигранные столбики льда. Абсолютно симметричные. Это чистый лед. Некоторые снежинки имеют привычную нам форму. Это 6 лучиков. Дальше количество веточек, которые от них отходят, и потом дальше разветвляются также симметрично. Ну, тут уже зависит от того, сухой это снег или влажный, какая была обстановка в воздухе. Любой ледник или снежный покров – это вода в замерзшем виде. Гляциология – это наука о природных льдах на поверхности Земли, в атмосфере и других оболочках.
Специалисты проводят снегомерные работы, исследуют лавины и наблюдают за покровом морского льда в Арктике. Марина Ананичева с 90-х годов занимается изучением ледников. Несколько раз приезжала в Якутию, изучала ледники в Сунтар-Хаята и часто выезжала на полевые экспедиции. Измерять осадки – это довольно трудно, а самое главное, что трудно их предсказывать. С температурой гораздо легче, ее легче измерить и легче предсказать, то есть дать какой-то прогноз. Поэтому для того, чтобы нам понимать, давать какой-то прогноз на будущее, хотя бы на ближайшее будущее, необходимы хорошая сеть наблюдений и, конечно, касательно осадков, это необходимо уже применять различные моделирования для того, чтобы понять режим этих осадков. Изучение ледников и снежных покровов позволяет специалистам Института географии РАН строить правильные модели происходящих изменений и влияния на другие оболочки планеты, например, на рост уровня Мирового океана или на речной сток. Снег-снежок наш лучший! Детский сад «Росинка» шумно и весело провожают зиму. Прогулка на свежем воздухе с подвижными играми очень нравится детям. Ведь бегать под хруст снега, когда ломаются снежинки, для детей это огромное удовольствие. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Григорий Охлопков, Якутск. Потрясающие дети, как радуются снегу. Конечно, вот была бы у нас температура зимой чуть-чуть потеплее, чтобы так радоваться можно было подольше. Но тем радостнее весна, да? Ну, надо сказать, что детки у нас самые лучшие. Вообще говорят, что если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Да, ну а если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им больше сказок. Так сказал Альберт Эйнштейн. Ну, как хорошо, когда сразу подхватывают цитаты на лету. Начитанные люди – это очень важно. Но очень сложно подобрать книжку именно подростку, потому что если ребенка мы можем увлечь картинками, увлекательным рассказом, прочитать ему что-то самому, то вот подростку выбирать книгу нужно с умом, чтобы его заинтересовать. Да. Ну, прямо сейчас в нашем сюжете мы расскажем об этом. Да, самое главное, что расскажет нам сам подросток, что не важно. Наша постоянная рубрикантка Дарья нам с удовольствием продекламирует новую книгу и свою рецензию на нее. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Реева Дарья, и сегодня вместе с вами я бы хотела отправиться в мир подростка. И для этого нам поможет книга Индия Дежардан «Истории Софии». София – это обычная девочка, 14 лет, живущая со своей мамой и милой кошечкой Зоей. Само повествование начинается с того, что София пишет свой дневник, произошедшее за прошлый год. Это довольно интересный формат, он помогает новым читателям ознакомиться с главными событиями первого тома и к тому же напомнить старым происходящее. И знаете, оно как бы делает вас автоматически другом Софии, доверенным лицом, и вы можете более глубоко прочувствовать персонажа и происходящие события. Как мы узнаем из прочитанного, в семье Софии случилась трагедия. Много лет назад погиб ее отец. И вот спустя довольно большой промежуток времени ее мама хочет снова завести отношения, к чему София на самом деле относится довольно остро, что вполне логично. На фоне этого ее подруга заводит довольно сомнительные отношения с парнем по имени Труш, что совершенно противен Софии, и она не понимает, почему Кэт не видит, насколько он черствый и плохой человек. На этом фоне подруги даже ссорятся, чего София в новом году допускать не хочет. Сможет ли она справиться с переменами? И что же случилось дальше? Об этом вам расскажет книга «Истории Софии. Это уже слишком». Я уверена, эта книга кому-нибудь поможет в трудной ситуации, даст совет и, возможно, направит в нужное русло. Также хотела бы посоветовать эту книгу любителям ромкомов и жанра повседневность. В главах, где появляется Николас, ты чувствуешь это напряжение и какое-то волнение. На этом у меня все. Желаю всего самого лучшего. До свидания.
Какая у нас рубрикантка эмоциональная, настоящая актриса. Мне кажется, скоро мы увидим ее, не знаю, на подмостках какого-нибудь театра. Но в любом случае, очень интересно и очень с воодушевлением она все. Ну, у меня появилось желание прочитать эту книгу. Вот честно вам скажу, даже у меня, хотя вроде книга для подростков. Ну, на самом деле, на протяжении 7 дней в Арктическом государственном институте культуры и искусства проходила открытая неделя совместно со смарт-библиотекой имени Николая Денисовича Неустроева. В этом году программа весенних каникул в Скагики была очень насыщенной и разнообразной. Школьники городских и сельских школ прошли бесплатное обучение в весенней школе Агики. В современных помещениях библиотеки по актерскому мастерству, рисунку, живописи, дизайну и хореографии. Чтобы позаниматься в школе, приехали дети из Амгинского и Намского улусов и из города Якутска. Я хочу стать режиссером кино. Я пришла сюда, чтобы прочувствовать, каково это быть актером. И все равно мне нужно в будущем находить с этим как-то контакт. Может, сама поступлю на актера. Воображение потренировали. И вообще, каково это? Ну, актер всегда должен уметь владеть своим телом, как сказали мне тут. Вот. Все-таки много нового все же узнала. Да, очень многое узнала. Также впервые старшеклассники использовали уникальную возможность побыть один день студентом и посетить занятия по актерскому мастерству, актерскому гриму, фехтованию, дизайн-проектированию, хореографии, вокалу, живописи и графике. Дети очень заинтересованы в этом, потому что актерское мастерство, я сказала бы, самое интересное. И эти тренинги всегда направлены на то, чтобы раскрепостить обучающегося. Я бы сказала, что ребята сейчас очень раскрепощенные и очень особенные. У всех есть энтузиазм, темперамент, и все желают постигать что-то неизведанное. Это чувствуется, и очень приятно даже вот мне, будучи студенткой. Увлекательно, да. Но у нас, дорогие друзья, в самом разгаре весна, прямо чувствуется, да, наступление уже солнечных деньков, и совсем скоро на проталинах, на полянках появится кто? Что? Вот я вот думала, ты сейчас достанешь откуда-то со спины мне подснежники, как в сказке. Ну их еще нет. Вообще, ну вот, ты не волшебник. Подснежники желательно не рвать, да? Просто вот можно приехать, насладиться, сфотографировать. Ну, на самом деле они занесены в Красную книгу, поэтому это вообще-то противозаконно. Ну да, кому как не Веронике знать об этом. Но, друзья, тем не менее, сейчас, конечно, самое время поговорить о цветах, а если быть еще точнее, то о происхождении их названий. И сегодня в нашей рубрике мы узнаем, как появилось название цветка пион. Доброе утро, дорогие телезрители! Итак, на дворе весна. Давайте с вами создадим традицию и весной будем говорить о происхождении названий цветов, разных цветов в русском языке. И сегодня я вам расскажу о пионе. Пион известен как символ благополучия и целебности свойств. Действительно, изначально пион был известен как лекарственное растение и был ценен именно своими лекарственными свойствами. Однако впоследствии садоводам полюбился этот изящный, благородный цветок, и его стали культивировать как садовое растение. Название пиона связано с греческим богом, по одной из версий, врачом олимпийских богов Пионом. Это был ученик Асклепия, и он однажды спас израненного друга, приложив к его ранам корневище цветка, которого мы сейчас с вами знаем как пион. Это название закрепилось за растением, а Зевс сохранил жизнь пиону, возвел его в ранг богов. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Начинается поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах. С 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов республики подлежат закрытию, и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах переправы закроются 20-25 апреля. На данный момент на автозимниках республики выполняются работы по очистке дороги от снега, уплотнению снега на проезжей части, уположению спусков и подъемов, распределению противогололедных материалов на спусках и подъемах. В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе. Он начал действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кек. В случае, если срок годности товара истек, либо он запрещен к продаже контролирующими органами, то данная информация поступит на кассу и товар не будет продан. Обязательную блокировку продаж нелегальной продукции власти предложили ввести по результатам эксперимента, который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года. Авиакомпания iFly с 1 июня запустит беспосадочные рейсы из Якутска в Сочи. Полетная программа будет действовать до 12 октября. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжном самолете Airbus A330. Время в пути составит 7 часов 35 минут. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании, а также на сайтах агентств. Напомню, 31 марта аэропорт Якутска перешел на весенне-летнее расписание. В Петербурге начнут взимать с туристов курортный сбор в размере 100 рублей. На протяжении года в городе велась активная работа. Были подготовлены необходимые нормовые правотивные документы, создан реестр операторов курортного сбора и разработана информационная система «Курортный сбор Санкт-Петербурга». Средства, которые поступят в бюджет Петербурга от туристов, пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Деньги будут расходоваться строго по целевому назначению, а следить за этим будет специально созданный общественный совет. В Намском Улусе состоялся выезд социального десанта «Особым детям особые возможности». Мероприятие направлено на информирование родителей детей с нарушениями в развитии об услугах, которые предоставляют реабилитационные центры. В Улусе проживают более 200 детей-инвалидов. Сотрудники микрореабилитационного центра посетили семьи с детьми-инвалидами, ознакомились с условиями проживания детей, проконсультировали родителей по индивидуальным программам реабилитации. В беседе со специалистами родители имели возможность задать все волнующие их вопросы и получить квалифицированные ответы. В городе Якутске работаем уже 7-й год, и через нас проходят почти со всех улусов республики семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Почему семьи? Ребенок сам себя не может развивать, над ребенком нужен патронат, на ребенка надо любить, ребенку надо помогать, ему надо развивать, поэтому наша реабилитация нацелена на семьи. Студенты из Владивостока провели увлекательную лекцию в эпический мир народа Саха. В Дальневосточном федеральном университете обучаются и проживают около 4000 иностранных студентов. Для развития и поддержания диалога культур Якутское землячество Кискил организовало мероприятие. Там рассказали о якутской культуре, истории и национальных традициях. Во время лекции гости дегустировали национальные блюда и активно участвовали в викторине. Мы проводим очень много мероприятий, связанных с распространением якутской культуры среди студентов ДВФУ, ну и в целом Владивостока. Вот, так как в ДВФУ учатся очень много национальностей, будет очень полезным распространять нашу якутскую культуру среди студентов. В Вилюйске завершились двухдневные республиканские соревнования Кубка Чорон Федерации якутской национальной стрельбы из традиционного лука. Более 150 участников из 18 районов республики боролись за звание победителей в своих группах и за первое место в командном соревновании. По итогам командных соревнований победитель награждается переходным Кубком Чороном Федерации. В этом году команда Вилюйского улуса смогла удержать свое чемпионское лидерство, завоевав первое место, тем самым оставив кубок на Вилюйской земле. По двухдневным соревнованиям показали, что Вилюйский район на сегодняшний день считается самой сильной командой среди лучников. Итог этому Чорон остается в городе Вилюйске. Всегда отмечаем организацию. Судейство тоже было, судейство тоже работало очень хорошо, слаженно, никаких спорных моментов не было. В целом турнир прошел на ура. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. И
мы готовы подвести итоги и узнать, кому отправится этот замечательный шопер. Напоминаю, был вопрос, где зажгли огонь первых игр Дети Азии? Правильный ответ. Да, перед тем, как зачитать правильный ответ, у нас хотелось бы похвалить наших телезрителей, очень активно отвечаете. И у нас тоже был такой небольшой тут спорный вопрос, но самый правильный и полный ответ у нас дала Людмила. Значит, правильный ответ звучит следующим образом. Огонь игр был привезен специально из Олимпийской Атланты. В тот год проходили летние Олимпийские игры. Ну, а затем, когда его привезли, соответственно, зажгли огонь на стадионе Туймада. Мы поздравляем Людмилу, свяжемся с вами после эфира и, конечно же, вручим этот прекрасный шопер. Ну, а прямо сейчас мы переносимся в Индию. В начале весны в Индию приходит буйство красок, и мы говорим не... Да, О, мы не в Индию перенеслись, ничего себе. Московский зоопарк, да, потому что на время празднования, это, дорогие друзья, я думаю, знаете все, это у нас наша замечательная панда, которую зовут Катюша, детеныш краснокнижной панды, и не устает покорять новые высоты. В этот раз внимание малышки привлекла деревянная конструкция в вольере московского зоопарка. На видео юная гимнастка осторожно перебирает лапами по бревну под чутким наблюдением панды Дин-Дин. Вдруг Катюша теряет равновесие и свешивается с перекладины, после чего неуклюже, но безопасно приземляется. Мама Дин-Дин находилась рядом, переживала за нее и даже пыталась занять эту нишу, чтобы дочка не ложилась туда. Но мы знаем, какая Катюша настойчивая. Учится малышка и правилам обеденного этикета. Малышка начинает грызть мамину бамбуковую ветку, но Дин-Дин решительно возвращает себе свое лакомство. Тогда Катюша решила разнообразить рацион и стащила у мамы Дин-Дин морковку. Но найти подход к незнакомому овощу оказалось не так-то просто. Малышка прикладывает много усилий, чтобы пообедать хрустящим корнеплодом и даже помогает себе задней лапой. Вот такая у нас малышка выросла. Да, очень милая малышка. Думаю, на такой замечательной ноте мы сегодня прощаемся с нашими телезрителями до завтра. Желаем отличного, бодрого рабочего дня. Начинайте каждое утро вместе с нами, настроение будет обязательно хорошим. Да, желаем всего самого наилучшего, хорошей работы. До новых встреч! До новых встреч, пока!